5 лет таджикско-узбекскому стратегическому сотрудничеству. Что изменилось за это время, изменилось ли вообще? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. 5 лет назад состоялся первый визит президента Таджикистана в Узбекистан после 20-летнего перерыва. По итогам переговоров на высшем уровне Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев подписали договор о стратегическом партнерстве, и началось потепление в отношении двух стран. В договоре о стратегическом партнерстве определены цели установления отношений долгосрочного и устойчивого партнерства, стратегические направления двустороннего сотрудничества. Кроме договора, в рамках этого визита между Таджикистаном и Узбекистаном были подписаны еще 26 документов о сотрудничестве в сферах промышленности, стандартизации и сертификации границы, образования, геологии, сельского хозяйства, культуры, сообщается на официальном сайте президента Республики Таджикистан. Некоторые участки границы с узбекской стороны до прихода Мирзиёева к власти, как уже отмечалось, были заминированы. Мирные жители, в основном таджикские пастухи, периодически подрывались на них. Крайне сложно было получить визу для посещения Узбекистана. Даже уроженцам соседней республики с таджикским паспортом, которые проживают и работают на территории Таджикистана, неохотно разрешали посетить малую родину. Отдельные люди из этой категории находились в списке невъездных. Им не разрешали посетить родительский дом даже во время похорон близких. Эти барьеры были устранены Мирзиёевым в кратчайшие сроки, упростили режим двусторонних поездок граждан двух стран, полностью убрали мины на приграничных территориях. Кроме того, завершились работы по делимитации таджикско-узбекской границы, которые фактически были законсервированы при Каримове. Осталось демаркировать некоторые участки границы. По статистическим данным, в 2022 году в среднем до 4,3 тысяч граждан двух стран ежедневно пересекали границу с целью торговли и туризма, а также для встречи с родственниками и друзьями. Количество въехавших узбекских граждан в Таджикистан в 2022 году составило свыше 777 тысяч человек, а таджикских граждан в Узбекистан 785 тысяч. Регулярное транспортное сообщение между двумя странами во время правления Каримова вообще не существовало. Посетить соседнюю республику можно было только транзитным транспортом, можно было доехать на такси таджикском и узбекском после границы, что выходило очень дорого. По истечении всего лишь 3 месяцев после прихода к власти Мирзиёева возобновилось регулярное авиасообщение между Ташкентом и Душанбе спустя 25 лет. Узбекистан в 90-х годах являлся главным торговым партнером Таджикистана. Двусторонний таджикско-узбекский торговый оборот в 1995 году составлял $250 миллионов, что в 2 раза превышал товарооборот со всеми другими странами СНГ вместе взятыми. После охлаждения отношений между двумя странами объем товарооборота с конца 90-х годов постепенно начал снижаться. Резкое падение торгового оборота было зафиксировано в 2009 году, когда Узбекистан в одностороннем порядке разъединил свои линии электропередачи с Таджикистаном, и в 2012 году, когда приостановились поставки узбекского природного газа таджикским потребителям. В настоящее время Таджикистан поставляет в соседнюю республику первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, кокон, шелк, сырец, ткани, алкогольные напитки, ковры и другие товары. Из Узбекистана импортируется природный газ, текстильная продукция, минеральные удобрения, пластмасса, обувь, керамические изделия и цветные металлы, электрическое и механическое оборудование. Часть китайского ширпотреба на таджикских рынках за последние годы заменила нормальная узбекская продукция. Определенным толчком для роста товарооборота между странами стало открытие банками двух стран в 2018 году специальных кредитных линий на общую сумму в $100 миллионов. Эти средства выделяются правительством Узбекистана для финансирования таджикских импортеров узбекской продукции. Энергетические связи между двумя странами, которые были созданы во времена Советского Союза, были прерваны при прежнем руководстве Узбекистана. Поставки узбекского природного газа в Таджикистан возобновились в начале апреля 2018 года, после первого визита Мирзиёева в Душанбе. Главным потребителем узбекского газа является таджикская алюминиевая компания. Также топливо из соседней страны получают некоторые другие предприятия, в частности душанбинские теплоэлектроцентрали в осенне-зимний период. Тогда же возобновились и поставки таджикского электричества в летнем периоде, но приграничные узбекские районы, которые получают таджикскую энергию, в целях безопасности изолированы от энергосистемы этой страны, а значит от объединенной энергосистемы Центральной Азии.
Во время правления Ислама Каримова в Узбекистане о взаимном инвестировании с Таджикистаном даже речи не могло быть. С приходом к власти Мирзиёева инвесторы двух стран получили реальные возможности открыть свой бизнес в сопредельной стране. Согласно официальной статистике Республики Узбекистан, на территории этой страны, где, по мнению независимых специалистов, создана более привлекательная деловая среда и инвестиционный климат, за короткий период было создано 219 предприятий с участием таджикского капитала. В частности, около 100 предприятий работают с чистым капиталом таджикских бизнесменов. В целом, практически все эксперты с учетом географических, исторических, ментальных, религиозных, культурных и языковых близостей и общностей предрекают еще более тесной связи по всем направлениям, если сохранится заложенная политика партнерства и добрососедства. А как вы думаете, будет ли Таджикистан и Узбекистан сближаться еще больше и развивать общие связи? И как вы относитесь к соседнему государству? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!